Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. По традиции мы начинаем с самых ярких событий столетней истории ТССР. В 1962 году приказом министра образования РСФСР в Казанском госуниверситете образована кафедра журналистики. Сейчас это Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. 24 марта 1996 года Ментимер Шамиев избран президентом Татарстана на второй срок. За него проголосовали почти 2 миллиона человек, или 97% избирателей. Это на 837 тысяч голосов больше, чем в 1991 году, когда он был избран президентом в первый раз. В этот день, в 2004 году, в Москве открылась выставка, посвященная тысячелетию Казани. На ней представили около 200 экспонатов из столицы республики. Также своими раритетами поделились москвичи. А мы возвращаемся к событиям этого дня и сегодня в выпуске. Казанские ученые в гонке за создание вакцины от коронавируса. Препарат будет выглядеть как пробирка, в которой содержится в сухом виде ДНК. Когда ждать первые результаты, знает Наталья Мезина. Очертания все четче. Такого примерно плана будет находиться вот на пересечении улицы с Борисовской. Как продвигается строительство Большого Казанского кольца? И мешает ли этому коронавирус? Узнал Дмитрий Аринин. Вместо 3 часов 30 минут. Шанс на благоприятный исход в разы увеличивается. Как работает санавиация в республике, увидел в деле вертолеты. Салават Мухаммадулян. 7 сыночков и лапочки-дочки. Мы начали работать и фиксированными спермами. Необычная мать из Кукмара ждет 11-го ребенка. Легко ли быть многодетной коровой? Узнавал Рамиль Шайдулин. В Татарстане зафиксирован еще один случай коронавируса. Его к нам привезли из Аргентины, сообщает республиканский штаб. Женщина прилетела из этой страны транзитом через Москву. Сейчас она находится в Казанской инфекционной больнице. Все пассажиры, которые летели с ней, проверены. Таким образом, в Татарстане 7 завозных случаев коронавируса. Республиканский штаб сообщает, есть случаи нарушения карантина. Напоминаем, при возвращении за границы обязательно 2-недельная самоизоляция. За нарушение предусмотрено уголовное наказание. Сейчас в мире 396 тысяч заболевших. Число жертв превысило 17 тысяч. В России диагноз подтвержден у 495 человек. Наибольшее количество зараженных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сегодня премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору совместно с властями регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестирования на вирус. Все подробности на портале stopcoronavirus.rf. Сейчас казанские ученые трудятся над созданием вакцины. Надеются, что она появится через 2 месяца. Сейчас работа в лаборатории идет с цифровой копией гриппа. Уже к началу мая препарат начнут проверять на мышах, а затем и в государственных лабораториях. Микроскоп посмотрела и Наталья Мезина. Нам нужно натренировать организм, чтобы он легко боролся. Соответственно, я хочу выбрать те участки, с помощью которых он бы легко натренировался. За этим компьютером Константин чуть ли не круглые сутки. Вместе с командой из 5 ученых КФУ они параллельно со всем миром спешат создать оружие против главного врага – коронавируса. Мы являемся первопроходцами в этой теме, и поэтому очень сложно опираться на какие-то данные, которые существуют не так много исследований. Поэтому нам нужно подготовить необходимые данные, которые будут использоваться в дальнейшем для уже осуществления синтеза необходимых пептидов. Цифровую копию вируса ученые вводят в клетки. Свои исследования команда ведет уже с февраля. Китайские коллеги расшифровали первыми геном коронавируса. Сейчас и в России расшифрован геном. И этой информации достаточно, чтобы разработать вакцину. Уже через 1,5 месяца после того, как вакцина пройдет испытания на клетках, ученые будут проводить тестирование не на людях, а сначала на таких лабораторных животных. Ученые говорят, если испытания на мышах пройдут успешно, то уже через 2 месяца в лаборатории препарат от COVID-19 начнут тестировать на людях. Сейчас созданием вакцины занимается более 35 лабораторий по всему миру. В России это научные центры в Москве и Новосибирске. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Бывший главврач санатория Ливадия арестован по делу на 500 миллиарда рублей. Подробности следствия читайте в интернет-газете «Реальное время». Почта России ввела новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Сотрудники отделений сейчас на передовой. Уже более половины штата перевели на удаленку. А вот маски в первую очередь получат почтальоны в 60 городах страны, где уже есть подтвержденные случаи заражения. Курьеров учат бесконтактной передаче посылок и доставки до двери. Что это и как этим воспользоваться? Алия Харудинова побеседовала с представителем Почты России.
Галия Эльдаровна, здравствуйте. Здравствуйте. Галия Эльдаровна, на улице коронавирус, но он не отменяет работу почтовых отделений. Скажите, пожалуйста, какие меры защиты вы сегодня предпринимаете? У нас во всех отделениях почтовой связи, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений. Также мы чаще проветриваем помещения, измеряем температуру наших сотрудников, контролируем их самочувствие. Применяются дезинфицирующие средства как для уборки помещений, так и для дезинфекции рук. А вот что касается масок, нет ли дефицита, нет ли проблем с приобретением? В ближайшее время Почта России закупит маски, и преждевременно они будут выданы в те регионы, которые сейчас находятся в зоне риска. А что касается ваших клиентов, ведь сегодня со всех экранов говорят, чтобы люди все-таки больше сидели дома. Но как только настает время оплаты за коммунальные услуги, на почте обязательно собирается очередь. Как сегодня налажена эта работа? Все посетители почты могут использовать онлайн-услуги, есть мобильное приложение. Но если речь идет о оплате каких-то там коммунальных платежей, то любой человек может вызвать на дом почтальона, и он при помощи аппарата МПКТ может произвести оплату любых квитанций. Сейчас Почта России говорит о бесконтактной доставке до двери. Что это такое, как это можно использовать? На данный момент в Татарстане эта услуга не активна. Сейчас курьеры как раз проходят обучение, инструктаж, и с 8 апреля данная услуга начнет действовать. Эта услуга платная или бесплатная? Услуга будет платной, тарифы пока уточняются. Галия Эльдаровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. Как оплачивать кредиты и ипотеку, находясь на карантине? Как вернуть деньги за турпутевки? Какие права есть у работников на удаленке? На все правовые вопросы помогут ответить специалисты. Татарстанское отделение Ассоциации юристов России и Адвокатская палата Республики запустили бесплатную горячую линию. Звонки принимают в будни с 9 утра и до 6 часов вечера. В условиях ситуации с коронавирусом мы приняли решение, что будем принимать входящие звонки. В центре работает 3 человека, которые принимают заявки. И у нас большое количество членов Ассоциации юристов России, которые уже по своей инициативе приняли решение, что будут оказывать бесплатную консультацию, и члены Адвокатской палаты Республики Татарстан. В Татарстане запустили горячую линию и для приема сообщений о проблемах представителей бизнеса. Это связано с распространением коронавируса, а также снижением цен на нефть и ситуацией на валютном рынке. Обработкой звонков занимаются представители аппарата уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Узнать о мерах поддержки можно, позвонив по телефону горячей линии. Номер на экране. Поддержать бизнес, который помогает бороться с вирусом. Фонд развития промышленности России предоставит предприятиям льготный займ от 50 до 500 миллионов рублей под 1% сроком до 2 лет по программе противодействия эпидемическим заболеваниям. Эта программа нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики, лечения заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия. Условия займа включают освобождение от уплаты основного долга сроком до 1 года. Деньги могут быть направлены как и на пополнение оборотных средств, так и на организацию производства, приобретение оборудования, закупку сырья и материалов. Сегодня у нас компания «Аромат», которая наращивает объемы производства антисептиков. В республике также производится нетканное полотно для производства масок и других медизделий. Отдельно еще отрабатываем с компанией МВН в части пошива масок работу. Невозвратный билет теперь можно вернуть. До 10 апреля РЖД дает возможность вернуть деньги за любые билеты. Сделать это можно как на ЖД-кассах, так и онлайн. Сбор за возврат составит 210 рублей 60 копеек. Те, кто сейчас на карантине, смогут сделать возврат в кассе после снятия ограничений. Для этого понадобится справка из медучреждений. Вынужденный домашний режим работы и обучения, в котором сегодня пребывает более 3000 жителей Татарстана, привел к увеличению интернет-трафика и спросу на образовательные и развлекательные онлайн-сервисы. Ростелеком поддержал своих абонентов. Распространение коронавируса повлияло на работу большинства предприятий и компаний. Сотовые интернет-провайдеры не исключение. К примеру, в компании Ростелеком многие сотрудники уже перешли на удаленную работу, но абоненты от этого не теряют. Подняли скорости на тарифных планах до максимально возможных, которые ограничиваются технологиями, по которой подключен абонент. Это мы сделали абсолютно бесплатно. Мы обнулили стоимость звонков на номера клиентов Ростелекома и Теле2. Соответственно, клиенты
абоненты могут этим уже пользоваться. Также мы открыли бесплатный доступ к библиотеке фильмов на нашей медиаплатформе Wink. С учетом того, что каникулы в учебных заведениях продлены, Ростелеком предоставляет доступ к платформе Ростелеком Лицей. Так школьники смогут дома готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, геометрии и русскому языку. Сейчас по всей стране 45 миллионов абонентов пользуются мобильными услугами компании. Для того, чтобы они всегда были на связи, Ростелеком не будет в ближайший период отключать абонентов из-за задержки оплаты. Услуги будут доступны людям в любой ситуации. Коронавирус не сказывается на строительстве Большого Казанского кольца. Об этом сегодня нашей съемочной группе рассказали на стройплощадке. Здесь завершили очередной важный этап первой очереди. Насколько это титанический труд и как с момента начала работ эволюционировало кольцо, с места большой стройки Дмитрий Аринин. На данном участке предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода. Примерно вот так он будет выглядеть. Максимально наглядно очертания Большого Казанского кольца можно увидеть сейчас лишь на макетах. На пути к воплощению начертанного проделано уже много. Так, на старте в июле на стройплощадке экскаваторы да песок. Чем дальше, тем больше арматуры, бетона и конкретных строений. Синего цвета – это формообразующая получается. И уже на нее была собрана опалубочная часть. Нам показывают то, чего месяц назад и в помине не было. 100-метровый правый пролет путепровода над Фермским шоссе. На создание этой конструкции ушло около 100 тонн арматуры. Длина большая, и получается первый и последний, немного могут друг от друга отличаться. А если неправильно будет, что будет? Получится либо где-то будет выше, ниже, может быть. Весь первый этап строительства Большого Казанского кольца – это 800 метров трассы от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Ширина новой магистрали составит 36 метров. Она будет включать в себе 2 автомобильные полосы в одну сторону и 2 в другую. А посередине, где мы сейчас видим эти опорные столбы, пройдут 2 трамвайных пути. По соседству с путепроводом строители продолжают возводить пешеходный переход. Несмотря на снег, идут земляные работы. С маршрута будущей трассы вывезли более 7000 кубометров грунта. На стройке задействовано около 100 человек и 2 десятка единиц техники. Как говорят, коронавирус делу не мешает. У нас у всех имеются антисептики для рук, то есть контроль температуры ведется ежедневный. Заболевших нет у вас? Нет. Не было такого, что комплектующие задерживаются, что авиасообщение перекрыли границы? Пока нет такого. Большое Казанское кольцо строит по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Первый этап планируют завершить ко Дню Республики. Трассе уже дали имя – магистраль столетия ТССР. Дмитрий Аринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Вместо 3 часов 30 минут. Шанс на благоприятный исход в разы увеличивается. Как работает санавиация в республике, увидел в деле вертолеты. Салават Мухаммадулян. 7 сыночков и лапочки-дочки. Мы начали работать и фиксированными спермами. Необычная мать из Кукмара ждет 11-го ребенка. Легко ли быть многодетной коровой, узнавал Рамиль Шайдуллин. Снизили потребление воды, энергии и тепла. Итоги работы бизнес-направления разведка и добыча и корпоративных программ сегодня заслушал Совет директоров Татнефть под руководством Рустама Минниханова. На заседание некоторые пришли в защитных масках. Компания утвердила бюджет на апрель и 2-й квартал этого года. На встрече участники обсудили стратегию прироста запасов нефти и приняли решение о привлечении аудит-компаний для проверки финансовых отчетностей. Также президент обратил внимание директоров на безопасность людей в связи с коронавирусом. Периметр зоны риска людей, которые за границей были, это не прерогатива больницы, это МВД должно их находить. Будем работать в таком режиме отслеживания, мониторинга и принятия решений. И в части того, что безопасность людей – это самое главное.
О коронавирусе и мерах предосторожности говорили сегодня на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Президент призвал руководителей предприятий принимать все меры предосторожности. Что касается разработок, то татарстанским компаниям на встрече рассказали о производстве оксида пропилена. Рустам Минниханов рекомендовал изучить эту тему группам ТАИФ и Татнефть. Сегодня Совет директоров заслушал и доклад о строительстве в Челнах завода по переработке автокомпонентов. Он будет утилизировать автомобильные аккумуляторы и обеспечивать полученным свинцом уже Елабужский аккумуляторный завод. Еще к теме здоровья. Заболеваемость туберкулезом в 8 районах Татарстана выше почти в 2 раза, чем в среднем по республике. В этом списке Алькеевский, Тюлечинский, Зеленодольский, Агрызский и некоторые другие муниципалитеты. Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Только за прошлый год в республике его выявили больше, чем у 1000 человек. 37 из них – дети. Около 4000 детей в республике не обследованы на туберкулез. По итогам 2019 года число отказов родителей от проведения иммунодиагностики своим детям в целях раннего выявления туберкулеза у детей в сравнении с 2018 годом увеличилось на 13% и составило 10 398 отказов. Времени меньше, шансов больше. Санавиация республики в этом году увеличит количество вылетов. Если 3 года назад вертолеты в год вылетали 86 раз, то сейчас почти в 2 раза больше. Такой скачок произошел благодаря национальному проекту здравоохранения. Салават Мухаммадуллин увидел, как медпомощь прилетает. Сильный ветер раскачивает вертолет, но искать другое место некогда. На земле уже ждет реанимобиль. У пациента, которого везут, внутримозговое кровоизлияние. Если бы это был фильм, то сейчас мы бы слышали звуки сирены и была бы паника. Но на самом деле, в реальности, все происходит по-другому. Вот сейчас пациента только что готовили к выходу из вертолета, а здесь уже готовы его принимать. Женщину доставили из Буинского района. Вариант перевозки на автомобиле был сразу исключен. Если бы мы везли этого пациента на автомобиле, на это ушло бы у нас как минимум 3-3,5 часа. На вертолете время доставки его порядка 35-40 минут. И эти 3 часа на вес золота. За это время можно спасти ни одного пациента. Точно так же можно и потерять. За прошлый год всего было совершено 780 выездов, включая и авиавылеты, которые составили в этом числе 150. Было всего эвакуировано воздушным транспортом 146 человек. И ежегодно эта цифра возрастает. В этом году запланировано уже 159 вылетов. Рост благодаря национальному проекту здравоохранения и поддержки республики. Из выделенных 100 миллионов 70 из федерального бюджета. Так спасают жизни во время крупных аварий, ЧП на производствах и вообще всех тяжелобольных татарстанцев. Стоимость 1 часа в воздухе – 168 тысяч рублей. Но деньги здесь не на первом плане. В зоне набережных Челнов в северо-востоке есть у нас БСМП, больница скорой медицинской помощи, где планируется, что будет локализоваться наш филиал санитарной авиации, где все специалисты будут, и они будут доставлять уже еще ближе для оказания медицинской помощи. И для этого в следующем году планируется пополнить медицинский авиапарк еще одним вертолетом. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Он любит смотреть хоккей, интересуется новостями и всегда в бодром настроении. Все это о нижнекамце, ветеране Великой Отечественной войны Азгате Мирсияпове. На днях ему исполнилось 94 года. Азгата Харисовича поздравили в необычной форме и вручили медаль в честь 75-летия Победы. О боевом прошлом и мирном настоящем герой войны поведал в нашей съемочной группе. Провожу, да, балкон, телевизор смотрю, хоккей, обязательно смотрю. О хоккее ветеран войны Азгат Мирсияпов может говорить часами. Любимая команда — Казанский Акбарс. Все я их почти наизусть знаю, кто как играет, все почти знакомы. Но сегодня вместо телевизора концерт под открытым небом. Артисты известного в городе коллектива устроили у подъезда ветерана праздничный концерт.
Со слезами на глазах вспоминает те годы и наш герой. На войну Азгата Мирсияпова призвали в 17 лет. Фронтовой путь начал в составе 2-го Прибалтийского фронта огнеметчиком-бронебойщиком. Несколько раз был ранен. Война для 19-летнего парня закончилась в марте 45-го. Азгат Харисович — обладатель ордена Отечественной войны 2-й степени, медали Жукова и других наград, которым сегодня добавилась и медаль в честь 75-летия Победы. Я жду 9 мая. Как-нибудь должны, как песни, должны до 9 мая, чтобы все будет хорошо. Все мы ему очень благодарны за его подвиг, который он совершал ради нас. Что мы все сейчас живы и ходим по этой земле, и очень им гордимся. Несмотря на возраст, у ветерана войны насыщенная жизнь. Он много общается с соседями и родственниками. Близкие всегда рядом. Это 3 детей, 7 внуков и столько же правнуков. И все вместе ждут главный для их героя день – 9 мая. К слову, таким необычным образом в Нижнекамске поздравят всех ветеранов войны и тыла. Сергей Хайдаров, Светлана Звонарева, Рушания Сибатова, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Переплюнула и Джоли, и овечек Доли. Корову по кличке Сандугач из Кукмарского района можно назвать настоящей матерью героини. За свою жизнь она родила и воспитала 10 телят. Сегодня многодетная мама ждет 11-го и не собирается на этом останавливаться. Легко ли быть первой мамой на селе, узнал Рамиль Шайдуллин. Что здесь? Вот здесь у нас коровы-рекордсмены. В этом стойле живут суперзвезды фермы. Сандугач и Карлыгач – самые многодетные мамы. Они выносили, родили и воспитали не одного и не двух, а по 10 телят. Это связано с ветеринарными предприятиями и содержанием правильным рационом, кормление правильным рационом коров. Многодетных мам держат вместе, ведь с такими биографиями и условия содержания должны быть тоже похожими. Только Сандугач, конечно, немножко опытнее, ведь она снова в положении. Это будет ее 11-й теленок. Будь она женщиной, ее бы давно назвали матерью-героиней. Но и здесь Сандугач тоже окружили лаской. Каждую беременность за мамашей ухаживает Чулпан Газизулина. Работница фермы знает все ее капризы. Побольше солома, побольше сена и побольше качественного сенажа. Сегодня корова на 7-м месяце беременности. Фермеры считают это достижением, потому как оплодотворили ее, уже зная пол будущего плода. В текущее время этот корова отелилась 10 раз. И сейчас в данный момент корова стельная. И ожидаем отел в июле. За ходом беременности следят в реальном времени. В специальной программе есть досье на каждую корову. Вот будущая мама, оказывается, за всю жизнь родила 3 девочек и 7 мальчиков. Хотя памятник за такое ей вряд ли поставят. Все же мать-героиня – корова. Хотя есть же, например, памятники машинам. Так может, за достижение в материнстве быть и инновациям в скульптуре покажет будущее. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Кукмарский район. Наловил раков, чтобы продать, а в итоге попался сам. В Татарстане полицейские задержали браконьера в акватории Нижнекамского водохранилища. При себе у мужчины было почти 500 особей добычи и несколько орудий улова. Сумма ущерба более 54 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы. Алиса и ее друзья. В Подмосковье мужчина завел домашнюю лису. Вы не ослышались, хищница соседствует и с собаками. Как рассказывает хозяин Иван Кулаков, вместе животные лакомятся орехами. При этом лиса Алиса любит заимствовать из дома обувь. Но за это ее не ругают. Наоборот, Иван сделал из животного настоящую интернет-звезду. Некоторые ролики с Алисой были переведены даже на китайский язык. Видео набирают сотни тысяч просмотров. Творческий псевдоним домашнего лисенка – Лисяо. Макс никогда не ел орехи, но вот если с лисой вместе, то, конечно, стоит поесть. Ну, прыгай за ним. Лисы вообще, судя по всему, очень дружелюбные хищники. Так, в начале дикое животное буквально с рук покормили рыбаки в Рыбнослободском районе. Неспешно подойдя к людям, смелая плутовка сначала выпросила себе хлеб, а потом и свежепойманной рыбы. А в Нижнекамске уже с 1,5 года Дмитрий Шогин дружит с лисой. Вы могли видеть их в наших выпусках новостей. По словам мужчины, он каждый день угощает ее мясом. Все встречи попадают на камеру. Популярная лисица стала в соцсетях. Теперь нижнекамцы даже узнают ее мордочку. Если у вас есть пожилые родители, не забудьте позвонить, узнать, как дела, и навестить их. Сделайте это. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи.
Весной все непостоянно, а в марке стабильность. Datsun от 392 400 рублей. 3 года обслуживания в подарок. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. На предприятии Челны Кировец полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие Челны Кировец. Легендарному трактору вторую жизнь. В автоцентре Марка весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Коротко о главном. 28 марта, в субботу, праздничное открытие гипермаркета одежды и обуви из США и Европы для всей семьи. Секонд-хенд Вова. Ждем всех на Читаева, 58Г. 2-й этаж. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! Пришедшее неожиданно в наши края похолодание пойдет на убыль уже в ближайшие сутки. Подробности после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево вероятность осадков будет небольшой. Ночью сохранятся минусовые температуры, а днем начнется потепление +1. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге преимущественно без осадков. Днем также 1 градус выше 0. Днем станет теплее в Агрызе, Менделеевске и Актаныше. Однако есть вероятность осадков в виде снега. Жителей Арска, Кукмара и Волтасей ожидает облачная погода без существенных осадков. Ожидается 0 градусов. Потеплеет в дневные часы в Болгаре, Дрожжином и Буинске до +2. Будет облачно. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ночью морозно. Днем теплее и без осадков до +2. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В столице республики ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В дневные часы станет теплее, около 2 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления, умеренный до сильного. Атмосферное давление станет выше и составит 770 мм ртутного столба. Влажность воздуха понизится до 73%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.